Управление Восточного Туркестана, подконтрольное оккупационной китайской администрации, продолжает вывозить молодежь уйгурского региона во внутренние провинции Китая для трудовой эксплуатации. Вывоз тюрков продолжается несмотря на карантин и то, что из 80 тысяч инфицированных умерло 3000 человек. Основной причиной данной инициативы является падение китайской экономики из-за эпидемии коронавируса. Дислокация молодых тюрков, чьи жизни ничего не значат для китайских властей, стала главным приоритетом Пекина, эксплуатирующего народ Восточного Туркестана на заводах и фабриках. Информационное агентство Xinjiang Daily сообщило, что 400 уйгуров были направлены в провинции Хунань, Цзяньсу, Цзянси и Жэжьян, известные нехваткой рабочей силы. По данному вопросу выступил глава Всемирного уйгурского конгресса. Долкун Иса сделал следующее заявление. Это страшно представить. В то время как миллионы людей находятся под карантином и сотни фабрик прекратили производство, Пекин перевозит уйгуров в очаг эпидемии. Это показатель того, что для китайских властей жизнь уйгуров ничего не значит. Вопрос концентрационных лагерей и нарушения прав человека в уйгурском регионе стал основной темой 43-й сессии собрания Совета Безопасности ООН, прошедшей в Женеве. Согласно заявлению главы Всемирного уйгурского конгресса, Евросоюз осудил Китай в связи с лагерями перевоспитания. Министр иностранных дел Германии потребовал от китайских властей закрыть лагеря и прекратить преследование в отношении уйгуров. Представители Англии и Турции выразили обеспокоенность ситуацией в лагерях. Долкун Иса напомнил, что планирует осветить вопрос лагерей, геноцида, угрозы распространения вируса среди узников и голода, начавшегося в уйгурском регионе после объявления комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса. Стало известно, что президент Монголии Кхалтма Баттулга, посетивший Китай с официальным визитом, находится под наблюдением столичных врачей. Информационное агентство Акипресс сообщило, что сразу после возвращения на родину президент Баттулга и сопровождавшая его делегация, в составе которой находились министр иностранных дел, чрезвычайный посол в Пекине и другие высокопоставленные чиновники, были взяты под карантин. Наблюдение из-за опасений инфицирования коронавирусом продлится 14 дней. Китайские власти сообщили, что жертвами вируса стало 2790 человек. Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что за последние сутки скончалось 44 человека и было зафиксировано еще 327 случаев заражения новым типом коронавируса. 41 из 44 погибших являлись жителями провинции Хубэй, 2 жителями столицы и 1 жителем Восточного Туркестана. После гибели 33 солдат в результате нападения на вооруженные силы Турции в Идлибе представители стран-участниц НАТО провели чрезвычайное собрание. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал следующее заявление. «Мы оказываем Турции поддержку с воздуха. Союзные страны рассматривают вопрос дополнительной помощи». Столтенберг призвал сирийский режим и Россию прекратить авиаудары и соблюдать международное право. Министерство иностранных дел Германии опубликовало заявление, в котором осудило нападение на турецкие вооруженные силы в Идлибе и повторно призвало провести саммит с участием Германии, Франции, России и Турции. Во время телефонного переговора с Эрдоганом президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью турецких солдат. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес призвал немедленно объявить перемирие. В Хорезме прошел второй узбекско-казахский форум. В рамках форума, посвященного региональному сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном, было достигнуто соглашение на сумму $500 миллионов. В форуме приняли участие премьеры-министры Узбекистана и Казахстана, а также большое количество высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Между двумя странами было заключено 52 соглашения в сфере промышленности, инфраструктуры, фармацевтики, сельского хозяйства и банковского дела.